Жұма күн айпыңыз үшін қайырлы olsun. Эфирде заман саатлерде 15:30 бүгін Қырмыжғалының 819 күні кетмекте. Студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Ақтем чейгозны апсте қалдырдылар. Қырымның юқары махкемесі, Қырымның юқары Рус махкемесі адвокатлары берген шикаятны қанатлендірмеді. Майысының 20-інде махкеме оны июльнің 22-сіне қадар тұтмақ қарарыны шығарған еді. Ақтем чейгоз бір елдан зияде СИЗОда болуна. Оны 26 февраль іші бойынша қабатлайлар. Санке 2014 сенесі 26 февраль күні Украина бірдемілігі митингінде қалабалықлар шығарған. Заслушали защиту, заслушали обвинения, и суд примет решение оставить данное постановление со сроком содержания до 22 июля в силе. Все, каких-то там аргументаций, все традиционно может скрыться, может оказать давление на следствие, ничего нового не изобрели. Ақтем чейгоз апстен дүния лидерлеріне мұражат етті. Оның сөздеріне көре Қырымда олған дешетіні тек олар тоқтата біле. Чейгоздың сөздеріні өз Facebook сайфесінде Меджлис рейсі Рифат Чубаров ерлештірді. Вот уже 2 года, как против нашего народа проводится гибридный геноцид. Незаконные аресты, обыски, суды, похищение людей и их смерть. Репрессивные методы против права на свободу слова, мыслить, свободно говорить и жить на своей родине и быть полноправными хозяевами на своей земле. Быть безразличными или просто сочувствовать, думать о своем благополучии и безопасности ничем не отличается от тех, кто сегодня издевается над моим народом. Остановить этот ужас в ваших силах. Не дайте вновь пережить нашему народу страшный кошмар прошлого в новой, изощренной форме. Если у человека подавить чувство чести, достоинства и свободы, это уже не человек. Ақтем чейгоз. ФСБге Меджлис рейс муавины Илми Умеровнан балаларына давет еттілер. Сурав бүгін саат 3-ке тайынленген. Түневін Суравда Илми Умеров Озове омыр арқадашы болынды. Беліке майысының 12-сінде Илми Умеровға қаршы ФСБ жинай иш ашып экстремизмде қабатылады. Санкио атыры телеканалының эфирінде Русия бірдемлігіні бозмаға чағырған. Шу күнеде оңа Қырымны теркетмеге ясақ еттілер. Кефе жеварында олған Байбуға ближняя койынде 9-шы сынып талебелерінен ФСБ қадимлері субет кечірген. Олған малиматқа көре субетке тек қырымтатар балаларына ана бабасынен давет еткенлер. Субетні ФСБ қадима мектеп мудирынан одасында кечірген. Эсас суаль Қырым Ишғалеве Георгий Шретне насыл янашқанлары. Утром собрались, и он по одному ученику с родителем вместе приглашал в кабинет директора. И был еще психолог школьный. Задавались вопросы. Встречали ли дети с такими выражениями, как аннексия, оккупация, ватник. Задавался вопрос по поводу георгиевской ленточки. Когда вы ее одели, когда вы сняли, при каких обстоятельствах, условиях, сняли ли вы по просьбе чьей-то или вы сняли сами. Родители детей были очень возмущены тем, что опрашивали детей, мальчиков только 9 класса татарского. Почему именно их детей? Почему таким образом? Они были испуганы. Родители возмущались очень сильно. Почему, на каком основании собрали только крымских татар? На что сотрудник ФСБ ответил, что мы еще и будем продолжать мероприятия. Данные мероприятия в этой школе еще не закончились. Будет продолжение. Значит, по георгиевским лентам. Инцидент в школе номер 15 он был такой незначительный. Заведующая школой пришла в крымско-татарские классы, когда были мероприятия с георгиевскими ленточками. И когда, увидев детей наших крымско-татарских классов, обратила внимание, что у них нету георгиевских ленточек. Тогда она собрала с этих же детей наших по 10 рублей, пошла, купила эти георгиевские ленточки, начала на них одевать.
Тунебін Сабадан Ақмежет живарында яқыланған уч қырымтатары Тимур Османов, Айдер Халтаев ве Хайсер Халиловны тек геджесі азат еттілер. Оларыны евлерінде тинтуф өткерілген сон экстремизмнен күрешуф мерkezіне алып кеттілер. Анда олар саба саат 7-ден геже 2-ге қадар бұлынғанлар. Яқыланғанларының себебі санке оларының тижарет ноқталарында дегер мемлекет гражданлары чалыша. Айны тинтувлер тижарет ноқталарында да өткерілді. Евлерде тинтуф өткерілген вақыт қомшылардан біревіні қоймадылар. Человек торгует, не наркоманит, не пьет, да, то есть соблюдает все каноны ислама. Вот. Видимо, из-за этого ему и пришли гости, незваные гости. Причину своего прихода не называют. Просят, чтобы общественность разошлась, так как хотят скрыть свои, да, то есть преступления. Теща приехала с села, переживает за своих близких, родных. Ее не пускают к своим родственникам. Неизвестные люди пришли в 6 часов утра, прокололи машину, испортили имущество, ворвались в дом. Вот, камеру сняли, повредили имущество. Вот что у нас происходит. Тимур Османов евінде кечірілген тинтуф видеосы да пейда олды. Дестек өстермеге онларнен қомшылары топлашты. Ләкин селялы инсанлар ве таққатчылар қомшыларына шатлық япмақ үшін біле кечірмеділер. Таққатчылар шатларына өзлерінен кетірген. Почему не снимать? Почему не снимать? А что, съемка запрещена? Вас снимать надо. Вам все можно, вам даже снимать нельзя, да? Даже лица свои не открываете. Вы можете объяснить повод, причину свои сегодняшнего вашего визита? На основании чего, да? Как представителю общественности. Куда нам обращаться Конечно. уже? В Гаагский суд? Подождите, пожалуйста. Именно как представителю общественности. Можете дать пояснение? У нас правовое государство, все открыто. Зачем мне хозяева все объяснять? Они объяснили, что вы забрали телефон, не дали возможность связаться с адвокатом. В чем дело? Да, вы не дали возможность связаться с адвокатами. Какие ваши права нарушают? Ваши права А вы не нарушаете права? Сколько можно уже, а? Конечно, выложим. Непременно выложим. Сейчас народ собирается. Их не Вы снимают. не даете ответа на конкретный вопрос. Мусульмане? Это не важно. Важно это, важно, что мусульман давят. Мусульман давят. Выборочно идет. Соседям обществу можете представить? Хорошо, представьтесь, кто вы. Кто вы? Фамилия, имя скажите. Есть у вас документы? Вы же обязаны представить. же должны знать, почему вы приходите к нам. Я вообще не знаю, кто такой может. Ну, пришел какая-то банда, блин, с оружием. Там похитили Ильина Ибрагимова. Украин позициясынан улыған әрбір Украин ватандашы Русия түрмесіне түше біле. Бұна мисал оларақ Киев елетінің сакины Андрей Коломеец. Кешкен сене майыс айында о Кабардино-Балкарияда яқаланған еді. Санки янында афион тапқанлар. Оны ярмадаға кетіріп Киев мейданында Беркут Хадиміне суйқаст еткенінде қабатладылар. Оңа 20 жылға қадар апс жазасына белгілей білелер. Оқу қорчалайжылар Андрейнің яқалануы сияси иш кібі көрелер. Чүнки оның қабатына таздықлаған ичбір делил жоқ. Тек Коломеецтен зорбалықнен алынған изатлардыр. Крымская правозащитная группа азалары Украина хакимияты ве Авропа мемлекетлерінің елбасшыларына бұл проблемаға желп етмеге істейлер. Чүнки Русия дигер Украин ватандашларыны да канунсыз апске ала біле. Человек может попасть под этот каток политически мотивированного уголовного преследования, является так называемая позиция Поклонская о том, чтобы защитить пострадавших сотрудников Беркута на Майдане. Дело открыто на основании того, что якобы имеется 49 пострадавших сотрудников Беркута, причем в основном все базируется на их же личных показаниях, причем эти показания они давали уже спустя полгода, спустя год событий на Майдане. Коломеец пояснял мне, что вот эти все показания он дал под пытками. Когда его посадили в автомобиль полиции, до этого на него были одеты наручники, на голову одели целлофановый пакет, непрозрачный. В таком состоянии он был доставлен в помещение полиции, какое он не может сказать, потому что, естественно, он ничего не видел. Вот. И непосредственно вот в этом служебном помещении ноги его также были скованы наручниками, руки привязаны к креслу, путем больших скрепок к большому пальцу и с использованием, значит, проводов он был подключен к сети питания. И были пропущены, значит, заряды электрического тока.
Қырым yollarının Rusya арби техникасы yürümege devam etti. Şatlar yollagan videoda көрінеке onlarının BTR арби yük arabaları Ahmedjit Kefi yolunun Ahmedjit tarafına keleydiler. Kiyevdeki İslam Medeni Merkezinde gönüllüden kanını beruf aksiyası geçti. Tedbirge arbi insanlar, kadınlar ve gençler koşuldular. Aksiyanın esas maksadı hasta insanlarga ve şarkta yaralanıp kelgen arbilerge yardım göstermektir. Bu aksiyonu yılda birkaç kere geçirirler. Прийшов підтримати товаришів. І, взагалі здача крові – це дуже корисно. Саме головне, щоб люди, допомогти людям. Комусь вона потрібна і треба здати. Вообще первый раз здесь. Я еще не сдавал кровь ни разу. И приближается священный месяц Рамадан. Нужно побольше делать благих дел. И в Украине сейчас такая ситуация очень сложная. Просто это благое дело. Допомогти тим, хто потребує саме донорської крові. Справа в тому, що в нашій країні є нестача. І через це хворі люди, поранені люди, вони не можуть отримати вчасно допомогу, щоб не померти. І наш обов'язок, як віруючих, як мусульман, допомагати всім нужденним. Ми бажали зробити цю акцію до початку священного місяця, тому що під час Рамадана мусульмани дотримуються посту, вони не п'ють протягом дня, не вживають їжі. І людина, що бажає стати донором під час Рамадану, і буде важко це зробити. Тому ми намагалися зробити це до настання священного місяця. Қырымда yol қазасына ұғыраған 27 яшлы Севилия Решатова ярдымға мұқтач. Оны құртармақ үшін донор қаны керектір. Ошынды Қарасу базар хастаханесінің реанимацион бөлігінде ақыралда бұлына. Қаза нәтижесінде оның ички органлары яраланған, мейі серсілген. Севилия Решатова 2 кішік бала анасыдыр. Ярдым көстере білгенлер экранларда көрген телефон вастасынен бағлана білелер. Bu saatқа sonki haberimiz еді. Növbеттeki yayınlarımızны қачырмаңыз, дайыма атырылы олыңыз. Көрішмек üzere.